Вот это вот потенциалы восприятия звука и принятия решения о том, что его надо считать. Вместо сложного получасового тестирования пара минут в компании специального прибора. Сыктывкарский невролог Алексей Смирнов в свободное время увлекается программированием. Один из плодов его компьютерных разработок – вот это приложение. Вместе с электроэнцефалографом оно фиксирует реакцию мозга. Подобную технологию придумали еще 50 лет назад. Тогда ученые пришли к выводу – реакция пациента на так называемые стимулы, то есть звуки, запахи, температуру и многое другое, не проходит бесследно. Но о том, как можно использовать эту технику, исследователи прежде даже и не догадывались. На испытуемого надевают электроэнцефалограф или, как в данном случае, более компактный гаджет и предлагают прослушать различные звуки. Задача распознать эти звуки и посчитать их. Так называемые звуки-стимулы напоминают щелчки. Их два вида. Считать нужно те, что встречаются реже. Подаются они в случайном порядке. Ничего сложного, главное сосредоточиться. Дальше дело техники. 293 миллисекунды ваши показатели. Вот. Сейчас я просмотрю артефакты, чтобы убрать лишнее. Это очень среднее, я так понимаю. Ну, поймите, высокий показатель вот среди всех, кого я обследовал, вот, его добиться очень сложно, да, вот. Наиболее высокие показатели дали мне офицеры городского военкомата, ну, действующие, да, то есть те, кто действительно по роду службы должен принимать мгновенные решения, трезво и ясно. Многие поспорят, новый метод определяет не IQ, а скорость реакции. Какая же связь с интеллектом? Врач утверждает, самая прямая. Любая наша мысль, насколько бы она ни была глубока, вот, интеллектуально развита, да, вот, разветвлена, она состоит всегда из маленьких этапов, маленьких звеньев, вот, из которых мы потом собираем большую мыслительно-паралогическую цепочку. И в итоге получается, если он быстро производит элементарные действия, да, то глубокая мыслительная деятельность у него будет гораздо быстрее, да, вот. А если он медленно, даже элементарный, то вот глубокая мыслительная деятельность или гораздо медленнее будет происходить, или не будет происходить вообще, потому что мысль в потоке ее развития будет разваливаться на составляющие и не дойдет до логического конца. Полезен способ будет прежде всего пациентам с поражениями головного мозга. Показатели таких людей обычно 500 миллисекунд и больше. Тест позволит узнать, действует тот или иной препарат или нет. Пригодится методика и работодателям, принимающим на работу новичков, и вузам при тестировании будущих студентов. Впрочем, чтобы продвинуть исследования на практический уровень, нужны клинические исследования. Пока скорость своего мышления узнали 400 человек, точнее уже 401. Самое сложное, по словам Алексея Смирнова, найти таких подопытных. Нужно оформить кучу документов и получить согласие испытуемого, а это непросто. Признать умственное превосходство других людей большинство не готово. Таисия Жакова, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.